Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». Осенние новости 2019 года из жизни Республики Мордовия прокомментирует правозащитник, первый президент Республики Мордовия Василий Дмитриевич Гусляников. Девиз нашей программы Петр Николаевич Тултаев придумал: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Василий Дмитриевич, недавно незаметно прошел День прав человека. И вот что бы вы могли сказать, чему посвящен этот день и насколько он важен для нашего общества? Ну, я скажу, что это один из самых важных дней не только для нашего общества, а для всего мирового сообщества. Поскольку учрежденная Организация Объединенных Наций после окончания Второй мировой войны 10 декабря 1948 года приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая, в общем, открыла новую страницу в истории всего человечества. Я такими высокопарными словами говорю почему? Потому что это на самом деле так. Ну, я уже где-то говорил о том, что наше правительство скрывало очень долго, сколько могло, более 30 лет, потому что текст Всеобщей декларации прав человека нигде широко не публиковался в нашей советской печати, и только при Горбачеве в конце 80-х годов газета «Известия Мордовия» опубликовала полный текст этой Всеобщей декларации прав человека. Мы со своими товарищами, это те люди, которые активно участвовали и поддерживали перестройку, мы здесь у себя в Саранске организовали демократическую инициативу. Это был такой общественный клуб, он был не зарегистрированной организацией, ну, можно сказать, что это был клуб по интересам. В каком году? Это было в 1989 году, это как раз был клуб по политическим интересам. То есть те люди, которые понимали изменения, назревающие в нашей стране, потому что Горбачев, можно сказать, открыл здесь форточку и в Европу, подул свежий ветер, и вот в газете «Известия» была опубликована Всеобщая декларация прав человека, которую в нашем институте НИИ силовой электроники, где я в то время трудился старшим научным сотрудником, попросту все зачитывались, потому что там все было разложено по полочкам. От и до, прям буквально по разделам, по строкам, какие же все-таки права есть у человека. И там были замечательные права. Ведь что греха таить, у нас перед этим был железный занавес, и народ не видел не то что Западную Европу, и в Восточную Европу попасть было очень сложно. А тут на тебе сразу. И когда вот этот текст был опубликован, мы поняли о том, что замечательная Всеобщая декларация прав человека, ее надо внедрять в жизнь. Но само понятие декларация – это есть тот документ, который не обязателен к исполнению. Это как бы протокол о намерениях, то есть то, к чему надо стремиться. И когда я читал лекции, в основном это для пенсионеров, то я именно рассказывал очень много про Всеобщую декларацию прав человека, про то, какие хорошие там записаны права, и как они должны соблюдаться, и как выполняться, и как их защитить. Все это там практически указано. Но для того, чтобы эти декларации вошли в виде законов, в законы государств, те, которые ратифицируют подобные документы и будут внедрять их, в 1950 году была принята Европейская конвенция прав человека. И вот в эту Европейскую конвенцию прав человека перекочевали практически все те постулаты, которые были указаны во Всеобщей декларации прав человека ООН. Но это уже стал документ международного характера, и те страны, которые ратифицируют эту Европейскую конвенцию, обязаны ее соблюдать. То есть это получается международный закон. А с точки зрения юридической, международные законы, которые ратифицировала Российская Федерация, то они вступают в силу наравне с нашим законодательством. Причем у них есть преимущество
перед нашими даже федеральными законами. То есть уровень очень высокий. После Конституции Российской Федерации идут международные законы. И только следом уже идут федеральные законы, потом законы Российской Федерации и подзаконные акты, там постановления правительства и другие нормативные акты. Поэтому 10 декабря этот праздник прошел незаметно, а незаметно он потому, что у государства нет желания проводить широкую агитацию, пропаганду этого закона, потому что чем меньше народ знает законов, тем легче им управлять. А то еще наберется всякого умного такого содержания из международных законов, а потом будет отстаивать эти права, свои права человека, в том числе после ратификации Европейской конвенции Российской Федерации с 1998 года каждый гражданин нашей Российской Федерации имеет право защищать свои права человека, если их нарушило государство или государственные структуры, всеми возможными способами. И если не удалось это сделать благодаря судебной системе Российской Федерации, то человек имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и с успехом все это проходит. Я в свое время также в 2005 году выиграл дело в Страсбурге, поскольку мои права на объединение были нарушены в 90-х годах, когда я выиграл у Министерства юстиции Республики Мордовия судебный процесс о том, что незаконно президентскую партию Мордовии не зарегистрировали по новой. Там был закон, надо было пройти перерегистрацию. Мы выполнили все требуемые пункты, но нас Министерство юстиции не перерегистрировало. Мордовская. Да. Я пошел в Ленинский районный суд и выиграл Ленинский районный суд. Но потом я просто написал небольшую заметку в одной из местных газет о том, что Гуслянников победил Минюст Мордовии. Ну тут структуры Минюста и другие властные структуры очень обиделись. Через 2 месяца в нарушении всех законов Верховный Совет отменил по жалобе Министерства юстиции, хотя все сроки на обжалование уже прошли, и это решение вступило в силу. И вот в нарушении этого решения Ленинского районного народного суда решение было пересмотрено на 180 градусов, и мне было отказано в перерегистрации, сказали, правильно, что вас не перерегистрировали. Но мне тогда ничего не оставалось делать, как обратиться за защитой в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Там сначала Верховный суд нужно было пройти, да? Да, я здесь прошел эти инстанции. И проиграли, да? Да. Ну, поскольку обращаться в Европейский суд по правам человека можно только в течение 6 месяцев с момента вступления в силу, а вступление в силу – это решение, определение Верховного суда Мордовии. И вот когда он определил, что мне отказать, я уже имел полное право, чем я и воспользовался. Я обратился в Европейский суд по правам человека, поскольку была нарушена 6-я статья «Право на справедливый суд» и одна из статей Европейской конвенции «Право на объединение», потому что любой человек имеет право на объединение, при этом не нарушая законов, а мы никаких не нарушали. У нас была общественная организация, которая не противоречила ни законам, ни Конституции Российской Федерации и имела право на существование. Долго продолжался этот процесс, но в 2005 году это дело было выиграно, и наш Верховный суд накануне, перед вынесением даже решения за несколько месяцев, собрался, сам отменил то определение, пересмотрел и говорит, да, вы были правы и так далее. Но поезд уехал. Да, к тому времени уже закон изменился российский, и уже региональные политические партии нельзя было создавать. Поэтому наша президентская партия Мордовии оставила
очень небольшой, но я думаю, что яркий след в истории политической Мордовии. И потом ваш успех повторил еще Владимир Рыжков с республиканской партии, которую тоже лишили, а Европейский суд восстановил эту партию. Да, дело в том, что на российском уровне очень много, несколько сот исков выиграно против Российской Федерации, и по закону о европейской, значит, по законам Европейской конвенции все решения судов, которые вынесены Европейским судом по правам человека, обязательны к исполнению. Это в последнее время тут начал председатель Конституционного суда Зорькин суетиться о том, что давайте мы не будем выполнять решение Европейского суда, нам так выгодней, а до настоящего времени все решения Европейского суда выполнялись, поскольку там есть определенные выплаты компенсации морального ущерба, материальных затрат там. Если у кого-то были представители юристы, то им оплатили их расходы. И плюс еще к тому, сама Российская Федерация должна изменить законодательство свои внутренние так, чтобы не было подобных нарушений. Ну, я скажу, что польза была очень большая от Европейского суда по правам человека еще в чем? В том, что я очень много занимался и долго, около 20 лет, как раз местами принудительного содержания. Сначала как председатель общественной организации Мордовский республиканский правозащитный центр, а потом несколько созывов как член общественной наблюдательной комиссии, которые контролировали условия содержания. И я скажу, что вот из-за того, что было несколько исков проиграно Российской Федерацией в Европейском суде по правам человека еще 20 лет назад, ну, потому что условия содержания в следственных изоляторах, там, в колониях часто были такие очень серьезно нарушающие общепризнанные нормы, прописанные в Европейской конвенции, и некоторые дела были проиграны. Поэтому Российская Федерация предприняла все усилия для того, чтобы условия содержания в следственных изоляторах изменить в сторону улучшения, что за 20 лет, я могу честно сказать, сделано очень многое, и сейчас условия содержания, вот, например, следственный изолятор номер 1 в Саранске и номер 2 в Рузаевке, они практически соответствуют всем тем требованиям, которые прописаны в Европейской конвенции. Но 9-10 октября там произошли в СИЗО-1 избиения, и на следующий день вы вместе с членами ОНК Мордовии поехали туда, и вот в том числе один ваш соратник, Денис Тюркин, опубликовал в столице С, что действительно, что было избиение в СИЗО-1. То есть вот те, кто есть, портят репутацию СИЗО-1, о которой вы сейчас вот говорили. Ну, может быть, поэтому теперь Денис Тюркин в новый и не попал в состав ОНК, поскольку он написал эту статью. Насколько она правдива, это автору утверждать. Я, например, лично не видел ни избиений, ни избитых, поскольку, когда мы туда пришли, мы их там не нашли. Их, говорят, вывезли на следственные действия сюда, в город. Вот. Конечно, до сих пор еще аукается то условие содержания, которое было раньше. Ведь не секрет, одно из дел, по которому вынесено решение против России, это было пытки в Нижегородском следственном изоляторе, когда подозреваемый, или нет, не в следственном изоляторе, а в изоляторе временного содержания. Это относился к МВД, где шло расследование преступления. И человека, которого подозревали, его пытали, и он от пыток выбросился в окно. Упал на милицейскую коляску, сломал себе позвоночник. Как оказалось, он ни при чем. Потом нашли настоящих преступников, но этот человек выиграл в Европейском суде по правам человека, и 3 милиционеров были осуждены к реальным срокам, они отбывали наказание.
Он получил определенную материальную компенсацию в несколько миллионов рублей, но, к сожалению, здоровье не вернешь, он прикован к инвалидной коляске. Поэтому, вот, чтобы подобных случаев не было, я всегда и говорю, не надо нарушать никаких наших законов. Законы у нас нормальные прописаны, и по условиям содержания там есть, везде прописаны такие принципы, что если тот, кто находится в следственном изоляторе, нарушает какие-то условия пребывания там, то ему, возможно, штрафной изолятор. Вот и пожалуйста. А при чем тут там избивание и все прочее? Такого не должно быть. А если такое были, случаи такие были, то прокуратура, конечно, должна расследовать, должна передать материалы в суд, а суд должен вынести тем преступникам, которые нарушали этот закон, наказание в соответствии с законом. Вот. Я просто говорю, этого не видел, поэтому в том акте посещения мы написали то, что было, а били или не били, это прокуратура должна установить, у нее есть эти полномочия. Василий Дмитриевич, 12 ноября умер Владимир Евгеньевич Гридин. Вы шли с ним, он руководитель мордовского отделения «Яблоко» был. Вы шли с ним параллельными курсами, но все-таки в одном направлении. Оба вы были, как сказать, оба вы демократических взглядов, оба за права человека, оба за вот в сторону прав и свобод, свободного такого идеала общества. Ну, конечно, шли вы разными курсами, потому что вы не разными курсами, а параллельно, потому что оба вы харизматики, оба лидеры, у каждого своя организация, но, может быть, какие-то вот добрые слова скажете о нем или воспоминания? Ну, мы знакомы с Владимиром Евгеньевичем давно, более 30 лет. Я говорю, еще на стадии первых митингов проведения в Саранске, мы уже тогда общались вместе, и была организована социал-демократическая партия в Мордовии, как подразделение социал-демократической партии России, которую организовывал депутат РСФСР Румянцев. Такие были разные попытки организоваться. Я был сторонником того, чтобы мы организовали общее движение, потому что выискивать разные направления, в чем разница между социал-демократами или кадетами, или там анархистами, я считаю, что в тот момент было неправильно. Надо было организоваться всем вместе, и впоследствии мы создали движение «Демократическая Россия», в которое вошли все вышеназванные партии. Там были представители кадетов и социал-демократов, и мы активно работали как движение, именно демократическое движение, и я считаю это подход правильным. Что касается конкретно действий Гридина, да, я ему очень благодарен, потому что на выборах президента в 1991 году он вместе там со своими друзьями, соратниками на нескольких автомобилях выезжал в районы, контролировал проведение голосования. Мы закрыли, конечно, мизерное количество участков, но само рвение, вот этот сам процесс, большое спасибо ему за ту поддержку, которую он мне оказывал. Но далее наши пути несколько разошлись, потому что Гридин, Серебряков, Гауэр – это те люди, которые, можно сказать, хотели получить политический капитал и возвыситься над другими не путем роста своего, а путем принижения окружающих. И когда они начали, так сказать, кампанию против меня, что я такой-то сякой-то там, и то-то самое нарушил, и это нарушил, и не пользуюсь авторитетом в демократическом движении, поэтому мы тогда практически прекратили общаться. Бог судья и история, она все рассудит, что как было. Я никогда старался не возбуждать вот такие трения, поскольку я, говорю, сторонник того, что все усилия надо объединять ради общей цели движения вперед к прогрессу. А прогресс я видел, потому что начиная с
с 91 года, когда я впервые попал за пределы нашей страны и побывал в Венгрии, в Австрии в 92 году, а позже я побывал там в десятке разных стран Европы, я убежден до сих пор, что надо строить такое общество, которое существует на Западе. Никаких других обществ строить не надо. Это показали и примеры Кубы, и Корейской Народно-Демократической Республики, что надо строить нормальное общество. Как ты его там назовешь? Капитализм или социализм – это вопрос другой. Я, например, больше готов назвать то общество, которое есть в Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, социалистическим. Почему? От слова «социальный». Потому что права человека, социальные права там защищены гораздо лучше, чем в нашей Российской Федерации. Поэтому я сторонник, что нам не надо изобретать новый курс, свой там какой, между Азией и Европой, а надо строить нормальное общество. Мы европейцы, мы должны строить нормальное европейское общество. Пример таких обществ нам показала Западная Европа. Нормальные общества живут и в социальном плане лучше нас, и права человека там соблюдаются лучше. Поэтому я сторонник вот такого. 9 декабря подал заявление об отставке министр культуры, нацполитики и архивного дела Антон Михайлович Чушкин. Он, по сути, вот нацполитикой национальной с 2013 года занимался. Теперь он возглавил Краеведческий музей, и вместо него будет его бывший первый зам Светлана Никитина Баульна. Какие у вас вот отношения к министру и какие, может быть, вы пожелания могли бы дать новому министру? Ну, пожеланий я никаких не могу дать. Это все люди самодостаточные, все грамотные. Я знаю и Баулину, мы с ней работали немножко. Вот. И поэтому то, что ушел в отставку министр, я думаю, что здесь вопрос только именно законодательный. Ему, наверное, исполнилось 65 лет, а по закону 65 лет и более уже человек не может находиться на госслужбе. Поэтому, а человек деятельный, да, он еще начинал в комсомоле активно работать, и здесь возглавлял и национальный комитет, и потом Министерство культуры, а потом их объединили. Так что все нормально, все у них у всех получится. И культура будет нормально работать, и музей будет хорошо работать. Кстати, я очень рад, что у нас построен такой замечательный музей имени Воронина. Я в нем несколько раз бывал. И я скажу, что я даже в нем видел несколько замечательных экспозиций. Вот буквально 2 слова об одной экспозиции я скажу. Потому что когда года 2 назад там была хорошая экспозиция «Выборы в СССР и России», там было представлено изумительно много того материала, который показывает, насколько у нас не было выборов в СССР. Там бюллетени, в которых одна фамилия, и надо было людям прийти и выбирать одного из одного. Это даже выборами нельзя назвать. Это было голосование. Но выдвинуть кандидата тоже было невозможно, поскольку всем этим занималась за нас, за народ, наша партия КПСС, которая была прописана в Конституции 6 статьей, что она является правящей, руководящей, направляющей. И она и правила, и направляла, и донаправлялась до того, что при Горбачеве уже талоны ввели даже на курево, на макароны, на сахар, чего даже не было при Брежневе. При Брежневе были только талоны на мясо и на сливочное масло, и на колбасу. И когда вот я иногда в интернете переписываюсь там, то очень много людей таких там, сталинистов, упертых там, и вот они пишут: да ты врешь все такое, что не было талонов при Брежневе. Я говорю, у нас сейчас, слава богу, есть интернет, вы просто в интернете забейте талоны на продукты питания, и вам сразу выйдут в 70-е годы и в Астрахани, и в Чебоксарах, и в Самаре, и в Саратове. Везде были талоны на продукты питания, те, которые дефицитные. А дефицитные у нас было все. Сметана у нас была 10%. Вот у меня внук 92-го года рождения,
Как-то мы с ним начали разговор вести, он говорит: дед, а как это так, что в магазине не было продуктов? Люди не могут представить. А когда им показывают фотографии времен Брежнева, когда полки были вообще пустые, я говорю, в Москве я был осенью 91-го года, в октябре, не в каждом магазине еще можно было купить хлеб. Я пробегал, мы там были в командировке, пробегал несколько магазинов, чтобы купить хлеба для того, чтобы можно было поужинать. Вот до чего дошли. И это при том, что в то время не было никаких демократов, которые могли бы вставлять палки в колеса. КПСС в то время была единственной правящей партией, в Конституции даже было прописано, и она отвечала за все. Но вот дошли до такой ручки. Вот по поводу КПСС. 8 сентября прошли выборы во всех районах Мордовии, кроме Саранска. И Единая Россия из 392, кроме двух, все прошли. 390 из 392. Но мне понравилась цифра, что участвовали 1054 кандидата от всех партий, самовыдвиженцев, а наблюдателей было в 2 раза меньше. А правильно, наоборот, мне кажется, что наблюдателей должно быть в десятки раз больше, чем кандидатов. Потому что это политики, кандидаты, а наблюдатели – это простые люди, которые нуждаются в честных выборах. А у нас, получается, вот такие, как я, потому что я тоже, мне лень было участвовать в наблюдателем, значит, нам не нужны честные выборы, вот таким, как я, сотням тысяч. Ну, в общем-то, нам нужны честные выборы. Только из-за того, что их сейчас провести невозможно. Поэтому я, например, противник даже того распыления сил, чем занимается «Голос». Есть такая всероссийская организация замечательная. Там много работает моих друзей, которые пытаются контролировать. Я говорю, ну что вы будете контролировать? Во-первых, если у вас нет возможности выдвинуть своего кандидата, что вы там будете контролировать? Не допускают. Что Петров, что Иванов. Это 2 человека будут баллотироваться, которым нужды народа до лампочки. Самое главное, надо начинать с момента выдвижения. То есть обязательно надо сделать новый закон о выборах, который был у нас в 90-м году. Ведь с помощью того закона мы имели демократический горсовет в городе Саранске. Из 200 депутатов 120 были выдвиженцы демократической России. А почему? А потому что было простое выдвижение. Можно было в лаборатории, в бригаде, в цеху выдвинуть, собраться и на собрании выдвинуть любого кандидата. Чем мы и занимались. И когда мы выдвинули своих кандидатов, то потом провести политико-разъяснительную работу на стадии избирательной уже было очень просто. Когда мы говорили, что мы за демократию, мы против КПСС, народ сразу голосовал за демократическую Россию. Почему? Потому что КПСС показала, что они 60 с лишним лет работали, доработали до того, что Европа живет, а мы, значит, по талонам. Ладно, я был не курящий, но я видел, как старшие научные сотрудники нашего института, ведущие инженера, собирали окурки на остановках для того, чтобы можно было сделать козью ножку и курить, так как не было курева в продаже. Вот до чего мы дожили. 2 ноября представитель корпорации развития Мордовии Светлана Кочеткова сообщила, в Мордовии у нас зарегистрированы некоммерческих организаций 1426, но систематическую работу ведут менее 35. 35? Менее 35. Вот как вам кажется, Василий Ильич, вы тоже в общественной палате это и просто реально. общаетесь. Какие у нас главные проблемы для того, чтобы вот, развиваться некоммерческому общественному движению? Да нет у нас никаких проблем. В этом плане хорошо, что закон такой позволяет регистрировать общественную организацию при наличии 3 и более членов. Условия довольно мягкие. Тот, кто хочет, он может зарегистрировать эту организацию. Другой вопрос, а зачем? Когда ты ее зарегистрируешь,
то тебе придется давать ежеквартально такие отчеты, что ты должен держать человека, который этим будет заниматься. А чем ты будешь оплачивать работу этого человека? А человек должен быть грамотным в бухгалтерских делах, потому что там обязательно нужен отчет. Если у тебя нету никаких затрат, то нулевой отчет ты все равно должен сдавать. Поэтому многие организации работают не регистрируясь. И это позволительно с точки зрения закона. Я думаю, за этим и будущее. Но наша организация хорошо, вот более 20 лет, как мы зарегистрировались и работаем. Ну, тяжело, а работаем. Ведь когда у меня была попытка привлечь молодежь, юридическую общественность, ту, которая выпускается из нашего университета, то придут люди, посмотрят, да, но помогать не собираются. Почему? Потому что у нас нечем платить зарплату. А людям хочется кушать, и они ищут там, где можно заработать денег. Я работаю просто из-за того, что мне хочется помочь тем людям, которым уже больше некуда идти. Когда они идут в прокуратуру, их отсылают в другие инстанции. Я тут попытался с прокуратурой активно поработать, и вместо того, чтобы решить, буквально простой вопрос, все разложил на одной страничке, почему товарищу из Рузаевки, который имеет знак 1 000 000 километров без аварийного пробега, его товарищ получил ветерана труда, а ему не дают. Более того, он получил решение суда районного в свою пользу, что Минсоцзащиты обязаны ему присвоить. Но, наверное, у Минсоцзащиты подход другой, надо деньги экономить государственные, нечего льготы давать ветеранам труда. И они обжаловали это дело в Верховный суд, а Верховный суд незаконно. Я 100% гарантирую, почему. Потому что я ссылаюсь на закон, который действовал на то время. Этот знак 1 000 000 километров пробега является министерским, всероссийским знаком, которым награждались отличившиеся люди. Он еще был учрежден ЦК КПСС и Министерством путей сообщения, по-моему, в 1986 году. И все люди, которые получали там в течение 20 лет этот знак, они получали звание ветеран труда. А вот этот человек пришел ко мне, вот говорит, так и так. Я выиграл суд районный, а в Верховном мне отказали. И вот 2 года мы с ним бьемся, и переписка туда и сюда, и в прокуратуру. А прокуратура вместо того, чтобы сама вынести решение, отсылает опять в Минсоцзащиты. Я говорю, вы зачем туда отсылаете? Они же нам отказали, вот их письмо я прикладываю даже к вам. Нет, вот такое у нас правило. Я говорю, это та организация, которая сама вообще ничего не решает, только ищет, кого бы приструнить, если власть ему скажет фас. И вот сейчас, например, принято решение упразднить организацию, которую возглавлял бывший депутат еще раз СССР, а потом Российской Федерации Лев Александрович Пономарев. Мы с ним знакомы 30 лет, это соратник Сахарова, активный борец за права человека, за демократию в нашей стране. Ну вот ту организацию, которую он возглавляет, решили закрыть. Мешает она. Почему мешает? Потому что пытается бороться за права человека. Если, когда убрали монополию коммунистической партии, митинги по отмене 7 статьи, что ли? 6 статьи, как раз организовывал Пономарев, в том числе. Да, мы с тех пор как раз активно работали. Вот по поводу ветеранов. В октябре проходил месячник пожилых людей, помогли материально каждому третьему в Мордовии пожилому жителю. Всего в Саранске живет 105 тысяч пенсионеров, 30% населения. В Мордовии 256 тысяч пенсионеров. И вот инвалидов на 1 ноября Федеральный реестр инвалидов говорит 68 940 инвалидов, 9% населения. Василий Ильич, каково у нас в Мордовии, в Саранске живется, по улицам ходится пенсионерам, вот пожилым людям, которым тяжело ходить? Приспособлен ли наш город для них? Или мы забыли о них?
Не, ну, во-первых, надо сказать, что наш город один из лучших. В смысле того, что за 20 лет отремонтированы многие дороги, отремонтированы здания, построены новые здания. Вопрос теперь в том, как нам выйти вот из этой ловушки, поскольку большая часть денег давали в долг. И у нас сейчас, по-моему, около 56 миллиардов рублей. Это практически 2 бюджета Мордовии мы должны. Последнее время начали сокращать вот этот долг. Наверное, в этом году на 3 миллиарда сократили, но это отражается как раз на зарплатах, которые стали задерживаться там и на неделю, и на 2. Эта проблема возникла. А так, я думаю, в смысле благоустройства Саранск один из лучших городов. Я смотрел многие города, бывал. Если, например, взять Саратов, то это один из самых грязных городов России. Там Нижний Новгород получше. Вот. А наш город самый чистый, самый благоустроенный. Другое дело, что теперь вот, говорят, сейчас передадут нам на содержание наш стадион большой. От какого мы бюджета будем содержать его? Куда его приспособить? То есть это головная боль у правительства. Как оно будет решать, я просто не могу представить. Но, в общем, мне кажется, подход одинаковый во всей стране к пенсионерам. Желание у власти сделать так, чтобы пенсионеры получали поменьше. Поэтому и был поднят пенсионный возраст. Поэтому не дают ветеранов труда, чтобы они льготы не имели там. Буквально, может, 500-600 рублей там в коммунальных услугах ветеран труда имеет. Вот все это отражает именно ту сущность, которую, в общем, и власть имеет. Я не скажу, что она народная, поскольку она совершает те действия, которые вредят народу, и работающим, и пенсионерам. И в первую очередь, там вот, например, работающим пенсионерам 3 года не индексируют пенсию. Вот с какой стати? Если я, например, работающий пенсионер, ежемесячно отчисляю в пенсионный фонд, а мне пенсионный фонд раз в год прибавляет 200-250 рублей вместо индексации положенной, то это неправильно. Как сделать правильно, но это пока не в наших силах. 7 сентября и 8 октября дворники, трактористы и слесари 2 коммунальных организаций Саранска, вот их сотрудники бастовали, потому что им 4 месяца не платили зарплату. И в том числе они использовали бульдозеры для того, чтобы перегородить въезд на мусорный полигон. А вопрос у меня такой, на основании вот международного опыта. Известно, что осенью в Нидерландах, в Германии, в Праге, в Литве проходили многосоттысячные митинги с участием тысяч сельскохозяйственной техники. Трактора, комбайны заезжали в центры городов, блокировали. И еще даже бывал навоз вываливали перед мэром. Да, чтобы еще да, был такой. это чувствовали обонянием. Но, естественно, я не призываю никаким массовым беспорядкам, но вот мне хочется у вас спросить, нужно ли обществу Мордовии тоже учиться, так же, как жителям Европы, терпимо относиться вот к тяготам в результате вот протеста тех, чьи права нарушены? Не, я думаю, нам надо не этому учиться, нетерпимо относиться. Нам надо многому учиться. Во-первых, тому, чтобы не было такого, когда есть деньги, когда получает директор и когда не платят рабочим. Вот у меня тут 3 работника одной из организаций, которым 3 года назад не выплатили зарплату за полгода, взял директор, себе начислил больше 1 миллиона, получил их премию, а потом другим говорит, а теперь у нас, говорит, денег нет, мы банкроты. И вот когда суд состоялся, его наказал за то, что он так сделал, а наказал он его на 100 тысяч. Государство получило свои 100 тысяч, а работники не получили. И вот они ко мне пришли и говорят, что нам делать? Я говорю, ну попробуем судиться. Пошли мы в суд, в пролетарском суде мы проиграли. Проиграли мы незаконно. Написал я апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Мордовия.
И хорошо, что там люди прониклись и сделали, и вынесли определение, которое отменило то решение незаконное и взыскало с этого директора хапуги, который себе выписал премию, а другим зарплату не отдал, и теперь он должен им отдать зарплату. Кому там 80 тысяч, кому 100 тысяч. Но сам факт, то, что иногда удается в нашем суде выиграть дела, это хорошее такое предназнаменование, может быть, и дальше может что-то удастся. Но, к сожалению, сейчас в кассационном порядке он обжаловал в Саратовский кассационный суд, закон позволяет такое, и вот в январе будет это дело рассматриваться. Но я больше чем уверен, что решение Верховного суда наше останется в силе, мы выиграем это дело, вопрос останется в том, как с него взыскать. Он получается сейчас настолько бедный, у него нет ни машины, ни квартиры, хотя ездит он на машине. Зарплату он не получает, там 10 тысяч, как с него взыскать, там 100 тысяч, тем более ни одному человеку, это проблема. То есть таких проблем у нас много. Но бороться с этим надо. Как бастовали мусорщики, я думаю, им надо было бульдозера не на свалке перегородить, а наехать этим бульдозером на самого своего директора. Василий Дмитриевич шутит, это для протокола. Нет, почему для протокола? Он им не платит зарплату, так с него и надо требовать. А при чем тут те люди должны страдать? Ведь мусорщики, те, которые вывозят на полигон бытовые отходы, у них задача своя – вывести мусор, разгрузиться, ехать за новой порцией. Почему другие должны страдать? Вот здесь как раз поле деятельности для прокуратуры. Где на прокуратура? Ау! Прошло 3 месяца. У нас газет миллион. Можно было написать несколько строк, что прокуратура провела расследование, возбудила уголовное дело, дело передано в суд, этот человек осужден. Где он осужден? Не видим, не слышим. А кого осуждают? Льва Пономарева? За то, что он возглавляет демократическую организацию. Это совершенно неправильно. 7 сентября указом президента России новым министром внутренних дел Мордовии назначен Борис Маркович Шейнкин. Он из Москвы, и он с собой привлек на руководящие должности 2 людей, которым, видимо, он доверяет, в чьей компетентности он уверен. Один из них возглавил Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мордовии, а другой возглавил полицию Саранска. Ну вот какие у вас, может быть, замечания к работе предыдущего министра Юрия Васильевича Арсентьева и какие пожелания новым руководителям, в каком направлении развивать систему обеспечения правопорядка? У меня нет никаких замечаний. Юрий Васильевич Арсентьев работал, мне кажется, очень хорошо на этом посту, за что и получил повышение, поскольку он теперь возглавляет областное управление МВД в Нижегородской области, а там звание выше на этой должности, то есть он может там получить генерал-лейтенанта. Вот. И это хорошо. Здесь в меру возможностей Юрий Васильевич Арсентьев делал все, что мог, и изоляторы временного содержания, которые входят в его, так сказать, область деятельности, они улучшали свое состояние, строились новые. Буквально вот летом открыли в Атяшево новый изолятор временного содержания. Чуть раньше был открыт изолятор временного содержания в поселке Зубово-Поляна. То есть это все хорошо, и эти свершения, они нужные. То есть они добивались финансирования, строили новые и ремонтировали старые для того, чтобы права человека соблюдались. Чтобы человек, который попал в изолятор временного содержания, мог сказать, что да, его права не нарушаются. А новому руководству, стоит только пожелать успехов. А то, что он там привез с собой пару руководителей в ранге заместителя, если это его, так сказать, право, он им воспользовался, так на здоровье. Каждый человек хочет работать так, чтобы ему было на кого опереться. Если он с этими людьми там работал, и они показали, что они грамотные специалисты и надежные, то я думаю, правильно он сделал тогда. Посмотрим, как будут дальше события развиваться.
Но, в общем, наше Министерство внутренних дел последние годы движется в правильном направлении. 27 ноября Финансовый университет при правительстве России подвел итоги исследования качества жизни в городах России в 2019 году. И вот, оказывается, жители Саранска, с их точки зрения, общая оценка положения дел в городе, вот их опросили, и вот эта оценка, она на 65-м месте среди всех столиц России. То есть, получается, мы не понимаем того счастья, в котором живем. А 65-е место Столиц. из 85, это получается мы ближе к концу или ближе к началу? К концу. Ну а что вы хотите? Мордовия это не тот регион, который может быть в передовиках, потому что у нас нету ни нефти, ни газа, и многие заводы, такие как, например, Лисма, которые были, можно сказать, регионообразующие, крупнейшие в Российской Федерации, он приказал долго жить, там еле теплится в нем жизнь. Поэтому тут то, что мы на 65-м, это хорошо, что не на последнем. Потому что по многим параметрам мы последние. Хорошо, что по экологическим параметрам мы впереди, там, по благоустройству мы впереди. У нас вот тут вроде бы мы впереди по раздельному сбору мусора, например. Это хорошие показатели. Василий Дмитриевич Кусляньков, спасибо.